После завершения месяца Рамадан все секции и спортклубы Ингушетии начали функционировать в штатном режиме. Первым клубом, который посетила наша съемочная группа после перерыва, стал бойцовский клуб «Хищник», расположенный в сельском поселении Плиево. Как и водится, тренировочный процесс начинается с разминки. Чтобы набрать оптимальную форму после месяца поста, спортсменам не рекомендуется сразу начинать выполнять тот же объем работ, что и до перерыва. Нагружать организм необходимо постепенно, делится тренер клуба Гирихан Шибилов. Чтобы не было растяжений или травм во время тренировочного процесса, необходимо хорошо размять мышцы. Во время Рамадана ребята нагрузку я им не давал, они работали в щадящем режиме. И вот сейчас у нас буквально на этой неделе мы начали более-менее нормально работать уже, потихоньку готовимся к турнирам. Но пока состояние функциональное у них такое среднее, я бы не сказал, что они сейчас в рабочем состоянии. Ну, это тяжело все-таки мархабет месяц держать уразу и потом еще тренировки делать. Но я так думаю, сейчас на стягивающие тренировки неделя идет, потом еще 2 недели на технику, а потом уже начнем усиленно тренироваться. Но у меня есть 2-3 ребят, которые готовятся на турниры, у них тренировка идет в усиленном режиме. Что касается подготовки, какие конкретно соревнования, в каких они участвуют, ребята, по датам можешь? Ну вот сейчас в ближайшее время, 15 числа в Карачаево-Черкесии будет открытый кубок Карачаево-Черкесии в Черкесске по грэпплингу. Там у нас ребята выступать должны, 2 должны там выступать, сейчас мы их готовим. И 22 числа у нас будет турнир по ММА в Кабардино-Балкарии. Это 2-й турнир Гран-при FC2. Там у нас будут выступать тоже 2 моих ученика. Это Плиев Магомед и Ажигов Алисхан. Вот их мы сейчас готовим усиленно к этим турнирам. И в основном, сейчас вот еще должны ребята потихоньку подтянуться. 27 числа у нас будет в республике турнир армейский рукопашный бой. Ну, в общем, вся команда будет там выступать на этом турнире тоже. Отработка приемов, введение борьбы в партере, улучшение ударной техники. Над каждым компонентом здесь работают, не покладая рук. Успех на соревнованиях любого уровня, будь то республиканского или мирового, зависит от самоотдачи на каждой тренировке. Впереди у ребят первые старты после перерыва. Как говорится, ничего нового я не скажу. Если хочешь быть профессионалом, ты должен быть любителем. Любителем с большой буквы, хорошими результатами. У тебя платформа должна быть, у тебя база должна быть, у тебя фундамент должен быть очень хороший. Профессиональные турниры, они не дают такой опыт, как любительские турниры, потому что профбои, они проводятся в лучшем случае раз в 3 месяца. Если ты делаешь больше профбоев, то значит или этот турнир слабый, на котором ты выступаешь, или ты не профбоец. Потому что нужно готовиться к бою, это месяца 2, потом сгонка веса, это недели 3. Поэтому в среднем где-то 3 месяца, это для таких начинающих профессиональных бойцов. Как мы знаем, топовые бойцы, они 2 боя, 1 бой в год делают. Поэтому опыт где можно набрать только на любительских турнирах. Любительские турниры, они проводятся часто, по разным видам. Вот мы в основном профбои, мы считаем, это смешка, да, ММА. Чтобы профессионально выступать в ММА, ты должен выступать по любителям в разных видах. Самбо, дзюдо, в боксе, панкратион, грэпплинг, рукопашный бой. Потому что ты получаешь разносторонние навыки. А такие турниры у нас проводятся в месяц 2 раза, 3 раза. В СКФО я имею в виду. Часто проводит Кабарда, Дагестан, Чеченская республика. Но мы в этом плане немножко отстаем. Именно по любительским турнирам, думаю, наверстаем.
И опять же, на любительских турнирах, не как профессиональных. Профессиональных ты проводишь один бой. Готовишься 3 месяца, провел один бой, все. На любительских турнирах ты проводишь 3, 4, 5 схваток. Уже опыт у тебя. Опять же, те, которые с тобой выступают на любительских турнирах, эти же бойцы выступают в профбоях. И там ты уже можешь узнать соперника, да, узнать силы, слабые стороны. И понятие мандраж пропадает. Когда человек уже часто выступает на соревнованиях, для него это обыденно, для него это нормальный процесс. Он приезжает на любой турнир, для него это все нормальный процесс, как и работа его. Поэтому нужно почаще на любительских турнирах выступать. Борьба, ММА, бокс, дзюдо, самбо или рукопашный бой. Неважно, в каком виде спорта будут выступать спортсмены. Цель у всех одна – встать на высшую ступень пьедестала почета. Расскажи, есть ли какие-либо конкретные соревнования, к которым ты сейчас готовишься? Как проходит твоя подготовка? Есть. На сегодняшний день у нас последние дни к подготовке Кубок Карачаево-Черкесии по грэпплингу 15 июня. Мы делаем все, что в наших силах. Думаю, бойцы нашего клуба одержат победу. Расскажи чуть поподробнее о своей подготовке. Что главный тренер вам сейчас говорит? Над техникой больше работать, может, над выносливостью, потому что месяц Рамадан все-таки завершился. Но я думаю, форму надо набирать. Да, после месяца Рамадан было очень трудно. Ведь форма уходит, если не поддерживать ее каждый день, особенно выносливость. Я главный тренер Гирихан Шибилов очень хорошо подготавливает нас и в плане функционально, и в плане техники. Я думаю, у нас еще турнир 25 июня тоже, профессиональные бои. Нальчики. Тоже, я думаю, наши пацаны покажут достойный результат. Что касается выступлений в ММА, как ты думаешь, собираешься ли ты сам в эту стезю, все-таки в профессиональный раздел? Как думаешь, что у тебя там получится? Я думаю, пока позволяет здоровье, время, я буду развиваться в этом направлении, именно в профессиональную сторону. Я думаю, сделаю пару профессиональных боев громких, и потом, я думаю, остановлюсь. Я начал 2,5 года назад в Москве у тренера Мурада Измайлова в клубе «Синергия», бойцовский клуб «Колой». Там мы начали тренировки, все наши из Чечни, из Ингушетии ребята там тренируются до сегодняшний день. Сами я там тоже тренируюсь, когда бываю в Москве. Но тут на родине, в основном под руководством Гирихана Шибилова. Что касается, например, наши ребята говорят, что очень важно иногда готовиться к боям в горах, потому что выносливость повышается, разряженный воздух все-таки влияет на здоровье лучше. Что ты думаешь по поводу этого? Планируешь ли проводить сборы в горах, если получаться будет? Да, я думаю, это правильно, потому что там воздух очень разряжен, и это очень влияет на выносливость. Если ты бегаешь там и в обычном городе, одна и та же дистанция намного лучше влияет на выносливость, которую ты бегал в горах. У Алисхана Ажигова впереди также непростой турнир. Готовится он к нему со всей ответственностью. Чтобы не подвести родных и друзей, парень в зале оставляет буквально все силы. Результат с таким подходом не заставит себя долго ждать. Турнир ММА Гирхан стойка партия бог-бог. Стойка дикая партия дука бог-бог. Что марк бет тренировка чайва. Ханза что готовится жунга. Ханза готовится туда мука. Тренировка же марк бет форум теряется. Я его запускаю. Чхал Монголию в Астане избавиться форум да играть тренировка чайва. Центральный соревнования школа готовится что я его тренировка. Кегина бадрал чудики бот ватсани барт болж бы. Ханза арнахсан самвежерсан барт болж дохлый тоже да мука кайгиш. Одним из основных компонентов в работе каждого спортсмена является анализ прошлых поединков и выявление ошибок. Под грамотным руководством тренера эти ребята стараются не допускать погрешностей в своей технике. Мастер-классы в таких случаях очень кстати. Ты находишься в этой позиции, ты находишься, я взял, он идет, да? Ты имеешь в виду сразу, когда сюда дает, он сюда на рычаг заходит, да? Заходит, да, есть, заходит на рычаг. Зачем тебе вот эта рука? Яркот халат сразу. Халат яркот. Яркот халат. Не, узел. Вот так просто вот так контролируй. Все. Куда я его беру, как и рычаг сделаю? Да, надо все время контролировать соперника. Контролировать. Петрыш, а еще что ты сделал? Вот он находится, ты боролся с вами. Ты зашел, ты раз боролся, прошел, маунт сел, сали кирпич, что уж. Вот пошел на кимуру сразу. Вот он, болевой прием.
ты ничего не делаешь, не работаешь с ним, Саля убирает свою руку. Дальше начинает, ты сел, ты хочешь его задушить, его хватаешь, опять ходил, вот так вот сядь. Вот ты его, когда сверху работаете, удушаешь языки, когда вы работаете, перди полностью, да, чего? Полностью. Корт бей, хай корт, что без. Никогда в жизни ел дятсу. Корт он схато без цинкерта. Хай кильдя, озу упорху бьешь. Керт сай, что перди ер, перди. Он балма отну. Раз, хай балма отну. Так пожашь лохта таки. Все, тогда ты его задушишь. А так получается, ты работаешь, у тебя рука здесь, голова здесь. И ты хочешь задушить, а Саля голова вот так ходит, как хочет. А здесь его надо прижать. Ему уже плохо. Да? Потому что контроля делают. Раз сюда ручку засунул, все, задушил. И ты решишь. Хорошо. Так, сейчас еще одна свадьба. Поменяли пары. Со стойки до конца. Кто-то из этих ребят занимается любимым видом спорта уже не первый десяток лет. Другие оказались в бойцовском клубе «Хищник» всего 2-3 года назад. Но всех объединяет одно – стремление побеждать и прославлять свою республику. Сейчас я готовлюсь на рукопашные бои. Будет проходиться в этом месте 27-го. Я готовлюсь на месяц, Рамадан. Подготовился немного. Было трудно очень. После езжать туда было очень трудно. Но сейчас месяц Рамадан прошел. Третья тренировка уже. Алхамдулилля, нормально проходит тренировка. Тренинг у меня не так. Я только второй раз. У меня второй раз соревнования по рукопашным боям. Я готовлюсь сейчас. Стойка у меня нехорошая. Я базовый борец. Стойка сейчас Гихан, все. У нас день, 2 тренировка, утренние, вечерные. На лапах, на грушах, спарринги туда-сюда у нас все, алхамдулилля, нормально проходит все. Братья, алхамдулилля, помогают всем. Если на соревнованиях готовишься, братья помогают все, как одна семья, как говорит наш второй дом, алхамдулилля. Мне фоки нравится, я всегда в фоке был уже 7 лет. Главный тренер клуба признается, за время работы в другой должности на посту президента Федерации ММА Ингушетии слегка забросил тренерскую деятельность. Теперь времени стало больше и можно отдать всего себя любимому делу. Над чем будете еще сильнее работать? В чем собираетесь принимать участие? Да, правильно сказали. Немножко эта работа меня отвлекла от тренерской работы. Иншаллах, сейчас начнем работать. Вот сейчас тренировки начались. В июле я ребят отправляю на сборы в Анапу с командой из Чеченской Республики. Именно по ММА. 4 туда отправляю, потом еще 4 отправляю в Хасавюрт, чтобы они летом хорошо проработали. И потом уже, как говорится, с новыми силами начнем работать. Сейчас у меня планы какие именно по работе в клубе в этом году. В любом случае ребята будут выступать по боевому самбо, официалка и профессиональная версия. Ребята будут выступать в панкратионе, ребята будут выступать в грэпплинге. Задача поставлена, что в этом году мы должны сделать 2 мастеров спорта. Иншаллах, мы их сделаем. И 3 ребят я перевожу уже на профессиональные бои по ММА. Любительские ММА у меня будут выступать 2. И я надеюсь, что они еще покажут. Это Янар Санов Ислам, которого многие нас в республике знают. Он у меня будет специализироваться именно по любительским ММА. А 2 остальных других я перевожу на профессиональные бои. Уже есть договоренность у меня с 2 промоушенами. Сейчас немного надо рекорд подправить. И я надеюсь, на следующий год в Беркут Янг Иглс на Гран-при я выставлю этих 2 бойцов. Воспитанники бойцовского клуба «Хищник» уже не раз доказывали свой высокий класс на соревнованиях самого высокого уровня. Спортсмены из этого клуба отличаются готовностью выйти на ковер или в клетку против любого соперника и в любое время. Благо подготовка позволяет. С таким подходом к делу мы вскоре вновь услышим имена этих ребят после победы на очередном турнире.